Сосногорском районе полным ходом идет подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период. По отчетам руководителей различных ведомств, все работы выполняются согласно установленного плана. Отставания от графика нет. Однако встречаются случаи, когда некоторые предприниматели города мешают коммунальщикам, тем самым срывая график проведения работ. По магистрали согласование все получили. Последнее вчера один ИП Кузнецов, патриот города, отказался нас пропускать через свою территорию проезд. Остальное все решено, работы начнутся с подготовительных с понедельника. О датах отключения ГВС мы дня за 2-3 будем предупреждать. Большое внимание вопросу задолженности населения за услуги ЖКХ. Борьба со злостными неплательщиками ведется регулярно. Судебными приставами составлено несколько тысяч исполнительных производств в отношении должников. Остаток на 1 июля составил по ЖКХ в общей сложности, сюда входят и юридические и физические лица, 2611 производств на 38 миллионов, из которых не удерживается по 366 исполпроизводством на 5 миллионов по причине наличия у должников первичной очередности. Либо это алименты, которые взыскиваются в первую очередь, либо это задолженность по ущербам от преступлений, ну и другие. Наиболее актуален вопрос просроченной дебиторской задолженности населения перед Сосногорским водоканалом. Сумма долга жителей района перед ресурсоснабжающей компанией составляет десятки миллионов рублей. На сегодняшний день она у нас больше 30 миллионов составляет. Мы уже, конечно, исчерпали все меры воздействия. И СМС-информированием мы занимаемся, и обзвоном холодным, и личным обзвоном, так же, как и все, наверное, ресурсоснабжающие организации. Заключаем соглашение о реструктуризации задолженности. Однако, как показывает практика, метод пряника дает не самые высокие результаты. Уже в этом году с самыми злостными неплательщиками начнут бороться с помощью кнута. Совместно с управляющими компаниями водоканал ограничит услуги водоотведения в квартирах должников. Есть возможность, такая техническая возможность устанавливать так называемые заглушки на внутренние сети канализации. Для того, чтобы произвести отключение услуги водоотведения, нет необходимости получать доступ в квартиру потребителя. Установить заглушку можно с крыши здания. Вода медленно будет уходить, но твердые фракции, и крупные фракции, они будут задерживаться этой заглушкой. Работы можно провести точечно, чтобы не затрагивать добросовестных потребителей. Такой способ борьбы с должниками, по словам специалистов, полностью отвечает нормам законодательства. Попасть под подобные санкции могут любые физические лица, имеющие задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более 2 ежемесячных платежей. В Сосногорске такой способ борьбы с должниками раньше не использовался, а вот в других городах опыт большой и результаты очень хорошие. Реализацию проекта планируется начать уже в августе этого года. С 14 июля в большинстве муниципалитетов Коми, в частности в Сосногорском районе, введен ряд ограничений на пребывание граждан в лесу. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Согласно документу, запрещено посещать лес без уведомления Республиканского Коми-лесопожарного центра. Также ограничен въезд в леса транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, транспортных средств специального назначения и для перевозки лесных грузов. Стоит отметить, что в республике также действует особый противопожарный режим. У нас на территории района уже в этом году было уже много лесных пожаров, и, кстати, по вине только человека. Люди, выходя на природу, оставляют разведенные костры непотушенными, и, соответственно, из этого, вытекают следующие последствия, как лесной пожар. Люди выезжают в лесопожарный центр, тушат его. Минувшие выходные выдались особенно жаркими. Сотни жителей района изнурительную жару решили пережить возле водоемов. И это с учетом того, что в Сосногорском районе нет ни одного официального пляжа. В столь солнечные и жаркие дни сильно возрастает вероятность пожара. Причем возникнуть он может от любой разбитой бутылки. В целях предотвращения подобных случаев отдел надзорной деятельности регулярно проводит профилактические рейды. Рассказываем о том, что у нас
действует такой режим, что запрещается разведение любых костров, любого открытого огня, производство огневых работ. Шашлыки на природе могут обернуться, если не пожаром, то административным штрафом. На граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на предпринимателей и юридических лиц и вовсе от 200 до 400 тысяч рублей. Отдохнули на природе? Прибирались во дворе? Поиграли на поляне? Если так, то быть беде. Просим глупостей не делать и огонь не разводить, и пожары не придется героически тушить. На текущей неделе в Коми придет прохладная погода. Ожидаются дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, уже во вторник холодный атмосферный фронт, смещаясь в восточном направлении, принесет в регион более прохладный воздух. К концу недели дневная температура уже будет в пределах 25 градусов. А в Сосногорске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 16, днем воздух прогреется до 29 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. В течение дня пройдет дождь.